Поздравляем с юбилеем Геннадия Никандровича Волкова. Геннадий Никандрович Волков, педагогика любви, отрывки из главы войска Павлыш. Не раз приглашал Сухомлинский к себе в Павлыш. Не из вежливости, а настойчиво. Хотелось бы поговорить с вами о многом. Интересно сегодня мысленно представить этот разговор. В июне 1970 года во Владимире на всесоюзном совещании заведующих кафедрами педагогики мы, человек 8, наговорились в декабре поехать в Павлыш, чтобы засвидетельствовать Сухомлинскому свое восхищение и братские симпатии. И не успели это сделать. Зло торопится, оно оперативнее, а добро вечно опаздывает. Оно и в этот раз не успело. Лучшие дни осени провел в Павлыше. Дни эти были грустными, но светлыми. Бабушка Ирине 8-й десяток. Добрый день. Издалека? Издалека, с Волги. Волга-то совсем рядом. На днях были из Якутии, из Верхнеугорского района. Полина и Константин Черяевы. Дети выросли, говорят, сами о себе могут позаботиться. Пора нами о себе подумать. Поедем-ка к Сухомлинскому, подышим тем воздухом, каким он дышал. Походим по земле, по которой он ходил. Поздороваемся с детьми, с которыми он дружил. Поклонимся землей его. Бабка Ирина показывает на прощание расшитые бисером изящные варежки. Подарок якутских учителей Теряевых. Полина всем сама вязала, расшивала. Чего же не носите? Как можно? Варежка Сухомлинского. Из-за него приезжали издалека, как будто ему и подарили. Бабушка Ирина сочувственно говорит мне. Как жаль, что поздно приехали. Надо было раньше. Уж рад был Василий Александрович. Очень радовался человек. Людей любил. Про себя думаю об опоздании многих и многих. А бабка Ирина вздыхает горестно и прерывает вздохи и раздумьями вслух. Героем ведь был. Советская власть героем его признала. Да, Сухомлинский прожил героическую жизнь. Его жизнь была подвигом. Если бы написать драматическую педагогику, включив в нее при самом строгом отборе 10 педагогов мира, то и тогда в числе их непременно оказался бы Сухомлинский, человек бесстрашный, педагог, чьим гражданским мужеством сегодня восхищается мир. Тема героизма, человеческого мужества проходит красной нитью через все творчество Сухомлинского. Ходишь по школе, и перед тобой возникают образы героев-пионеров, героев-комсомольцев, героев-коммунистов, матерей-героев, воспитателей-героев. Ходил по школе? Нет, не ходил, а читал мудрую и мужественную книгу, может быть, самую уникальную в мире. Мужество было моральным требованием Сухомлинского. Не хнычь перед трудностями. Мужественного человека можно убить, можно сжечь, но победить невозможно. Мужественный педагог писал не о смерти, а о прекращении деятельности. Так думают о смерти лишь бессмертные. С благодарностью прощаюсь с бабушкой Ириной, по-своему помогающей Сухомлинскому. Торопливо иду к автобусной остановке, а в голову почему-то лезет вопрос, который в свое время стали предметом спора в пионерском отряде. Полушка из средней школы, они буквально преследуют меня. Почему в человеке никто не видит каких-либо особенно черт до того, пока он не стал героем? Почему в его жизни находит исключительное героическое лишь после того, как он стал героем? Добавляя от себя, спрашиваю, или когда героя нет уже в живых,